Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цепандин. Мы находимся в ресторане Lazy King. Семен Тарбахов, как обычно, со мной. Семен, приветствую. И сегодня к нам пришел в гости альпинист, путешественник Виталий Струк. Виталий, приветствую. Здравствуйте, Виталий. Познакомьтесь с Семеном. Да, спасибо, что приняли наше приглашение принять участие в нашем телепроекте, который мы называем «Кулинарное ток-шоу». Чем вы к нам сегодня пришли? Что будете готовить? Теплый салат с говяжьего языка. Так, откуда рецепт, почему именно это блюдо? Буду кратко. Ну, так считаю, что это наше национальное блюдо, блюдо Якутии. Да, язык. Да. Да. Ну, а салат это уже, ну, так. Вы вообще, у вас есть любимое блюдо? Да, есть Так. мидии. 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 Сказал человек, который говорит, что он якутянин. Не, на самом деле, я люблю мидии в любом виде. Говорится, нравится. Ага. А как вы вообще с готовкой? На ты, на вы, как? Любите готовить? Нет, готовить я не люблю, у меня брат любит готовить очень, на самом деле. Ага. Вот. И в горах просто мы готовим уже готовые блюда. Сублиматы, да. Да, сублиматы, да. И поэтому там просто другая специфика. Да, специфика, да. Ну, я умею жарить очень хорошо картошку Так. в любом виде. Ага. И она получается там, ну, картошка, я не говорю, что там, говорю, ну, на самом деле очень вкусно. Яичницу могу хорошо жарить. Нет, суп готовлю, понимаете, именно суп, такой вермишелевый суп я могу хорошо приготовить. Светленький, как мама учила, светлый такой и не мутный. Ну, это, в принципе, все блюда, которые я готовлю. Ну, салаты. Салаты, само собой, да. Конечно, для человека, который ходит в горы, питание очень важно. Как вы вообще следите за питанием? Смотрю, в форме или как? Специально я к тому. Не, специального питания, может быть, нету. Это самое, скорее всего, гены родителей. Спасибо. Да, спасибо родителям. Да. Я тоже спасибо родителям. Ну и, знаете, активный образ жизни. Меняется рацион, когда вы ходите в горы? Нет. Нет. Ну, то есть, то, что на земле, то, что в городе, одинаково, и там да. одинаково, да? Ну, то есть, не начинать, просто больше, наверное, или как? Потому что ну, там энергозатраты совершенно другие. Нет, затраты другие, просто ешь там меньше. Вот так даже. Во-первых, это нужно с собой принести. Да. Таскать на себе. Да, на себе нести. Во-вторых, если вы идете теперь в горах, в Непале или в той же самой Аргентине, ну, в горах ничего нет. Да, в горах, как правило, ничего нет. Редко что растет, ну и чем выше. Да, ну и тем более теперь где-то вот в Непале мы ходили вот в прошлом году весной, 190 километров маршрут был. И Сколько? 190. И все на себе. Нет, там самый более такой облегченный вариант. У нас где-то килограмм 15 было на себе. И чем выше в горы, говорится, туда же продукты они тоже доставляют, но тяжелее доставлять. Соответственно, увеличивается цена, но мяса там нету от слова вообще совсем. Ну, тунец может быть в банках. Овощей свежих там тоже нет. Да, ну потому что тоже очень дорого доставлять. Ну, потому что они объемные, тяжелые, да. Да, объемные, тяжелые. Самое хранить там негде. Да. И хранить нет, замерзает. Да. Так что продукты, говорится, специфически, говорится, консервированные и сублиматы. Сублиматы все, которые быстро кипяток залил, и разбухло, да. Хорошо. Давай начнем с самого истоков, да. Мы вот предыдущий гость был, упомянул слово «кто ты, воин», да. Вот сейчас такое прикольное есть. А вы откуда родом? Как вообще вы дошли до жизни такой? Родился я на Урале, Северный Урал, город Березники. Потом родители перевезли в Крым, переехали в Крым. И я там с 12 лет, говорится, и служил я в Крыму. Ну, повезло так мне. Так, ну тогда Союз был. Да, Советский Союз был, да, служил в Крыму я. И потом в 83 году добровольно, подчеркиваю, я поехал на комсомольскую стройку в город Нерюнгри. Но попал в Якутск вначале, прежде чем я жизни. 83-й, это тогда получается Бамая. Что-то типа да, такого. ну строили город, ГРЭС строили, Нерюнгскую ГРЭС. Меня направили в Якутск. Я, в принципе, в Якутске начинал свою трудовую деятельность в Якутии, именно с Якутска. Потом меня откомандировали обратно в Нерюнгри, и там надолго, говорится, я жил очень долго, там, говорится, ну, устроили город.
Ну, город, Я наверное, был тоже в Нюрнберге, как раз 81-й, 82-й, по-моему, год. Я очень болел, там какой-то санаторий был, меня туда водили. Я знаю, что там старый Нюрнберг, новый Нюрнберг, да? Ну, да, старого штатный сейчас уже, квартал. в принципе, его нету. Новый Нюрнберг очень красивый был, очень много море цветов было. И такие, я впервые Да, там когда-то увидел был цветы, эти узоры делали. Сейчас цветами, вот тоже пассаж. восстанавливается, был раньше красиво, потом он запустили, кажется, так, ну, было. И в Крыму побывал в 88-м, когда Артек. Ну, вот сейчас, с собственно, 83 года я живу в Якутии и, в принципе, не уезжал. И уезжать не собираетесь? Нет. Все, вы якутянин. Да. Ну, не коренной, получается, ну, как, все Ну, равно. я живу... Наш человек. Ну, знаете, я живу в Якутии дольше, чем многие люди, Ну, потому что да. родился после 83 года. Если на то пошло. Да. Да. Так, и давайте тогда основной вопрос. Мы вас представили как альпиниста, путешественника. Когда началось увлечение, с чем это связано вообще? Ну, это самое увлечение началось еще в Крыму, когда жил. Я занимался горным туризмом, Ну, потому что там скалолазанием, горы, да. что там Ну, а горы. в принципе все началось это еще с армии. Я служил в разведбате, и у нас все тренировочные сборы проходили в Крыму. Как раз, ну и поэтому и оттуда и как-то так пошло. ну, там, может быть, меньше было. Как правильно говорить? Лазали по горам, да? Ходили мы. Ходили, да, ну правильно, да, потому что ну, сейчас вот в терминологии, например, вот многие не соглашаются, и я думаю, что это совершенно справедливо, покорили гору. Мне кажется, это неправильно. Ну, покорить гору на самом деле нельзя. Еще Букаев сказал... Покорили что- вершину, говорят. Не, да. понимаете, покорить, ну как вы покорили, значит, она должна быть ваша. Ну как бы да. И все. Но она Поклон. захочет, она вас сдует. Да, потому что Вот ну, просто-напросто сдует. У нас было восхождение в 2017 году на Конкагуа. Ну, у нас группа Игорь Ледов, Роман Щегельняк, глава Нерюнгинского района, Андрей Карасев, я, мы пошли. Щегельняк, Да. Кстати, у нас был гость передачи. тоже, Вот, и мы Роман. поднимались в честь 80-летия Алсиба. У нас очень хорошо встретили в Америке тогда. И мы поднимались на вершину, но нас просто сдуло. Мы дошли до 4-го лагеря и просто-напросто закрыли все. 70 с чем-то человек спустили вниз, потому что начался реальный ураган. Ну, условия несовместимые с жизнью. Да, просто-напросто закрыли лагерь, поднялись туда гиды, не гиды, те самые, как говорится, не охрана, говорится, лагерей. У них там по-другому называется в Америке. И все, и нас просто-напросто всех согнали вниз, чтобы мы не погибли. Слава Богу. И на неделю закрылась гора полностью. Ага. Так Ну, что да. как ее можно покорить? Да, действительно. Поэтому вот в терминологии, ну, ходить по горам тогда. Да. Да. Итак, увлечение началось, и как вы поддерживаете ее, как вы чего ходите, куда Ну, ходите? Когда я приехал в Якутию, у нас был такой шикарный клуб «Аян» Да. в Нерюнгри. Ага. В этом клубе были водники, лыжники, пешеходники. Как мы сейчас модно говорим, экстремалы, да? Ну, там, да, все, каждый, все 4 вида Сборная спорта. группа, Да. сборная группа увлеченных людей. Да, потом там же образовались, ну, так сказать, отдельно горнолыжники, и образовался турклуб «Высотник», Высотник. который до сих пор, да, слава богу, существует, работает. Вот. И там мы занялись именно скалолазанием под руководством Сергея Лавина. Вот. И с тех пор, говорится, занимаюсь. Ну, скалолазание и альпинизм это чуть-чуть разные вещи. или Почему? нет? Это одно и Нет, то же? посмотрите, например, чтобы... Ну, потому что же говорят скалолаз, кому-то говорят альпинист, кого-то говорят горный турист. Вот возьмем Просто. гору не Айлен Пик это так, простая гора, Амадаблам. А где она находится? Это Непал, одна из красивейших гор, между прочим, Непала. Считается, на самом деле, она 6812 метров. Вот мы в 2015 году на нее с Игорем Ледом планировали пойти в честь 70-летия Победы. Вот. Но было землетрясение, и когда погибло много людей. Отменилась. Вот. Нет, мы поднимались, мы были на вершине, были на середине. Были в лагере и просто закрыли все экспедиции. Ну, сошла лавина, еще у нас было, на самом деле, такое страшно было, что лавина шла, мы не видели лавину, она в облаках была. Вот, там материалы мы передали, между чем, Абрамову, и наши фамилии в титрах есть. Игорь Ледов, Виталий Струк, «Ген высоты» фильм, который снимали. Да ладно? Да. Да, круто. Ну, мы как раз сняли хорошие такие видео, где землетрясение, обвалы такое, ну, было.
Ну что, мне кажется, самое время чуть-чуть... Зачем мы собрались вообще? Да, мы вот, получается, обсудили вот до программы, как это примерно будет выглядеть. Да, у нас получается очень простой салат. Очень простой, так. Но простой в плане приготовления, в принципе, каждый может его приготовить дома. Он подходит для, как говорится, чтобы приготовить его для себя на ужин, или же на обед, или же на праздничный стол, например. Да? Даже так, ну потому что... Да, мы вот, получается, самый главный аспект – это просто уже заранее отварной язык. Потому что многие знают, что язык варится минимум 2 часа. Минимум, а то и 3 надо. Да. Из этого вот мы сейчас, получается, его уже заранее отваренный и отваренную картошку мы должны немножко подпечь. Подпечь? Подпечь, да. В печке? Подпечь. Так. Запечем в печи немного, нагреем. Язык ничем мазать не будем, ни маслом, ничем, потому что язык сам по себе очень жирный. Да, потому что многие, как сказать, многие от незнания, когда дома жарят дома, например, язык, и предварительно обливают его маслом. Не стоит. Да, не стоит, потому что надо его нагреть. Как будто бекон жарить на масле. Да. Все равно, что. Получается весь... Масло масляное. Все в дыму, все в этом. Все горит. Это мы его подпечем. Затем, когда его подпечем, мы уже здесь его слегка на сливочном масле поджарим. Поджарим, чуть-чуть. Да. Вместе с картофелем, сливочным маслом и также помидорчерями. Ты рассказываешь так, что все вкусно. Да? Уже вкусно, да? Из этого я сейчас пока что я отойду. Ты отойдешь, буду запекать подготовишь блюдо. Да, вы можете пока, в принципе, спокойно беседовать. Разрешаю. Виталий, помните самую первую свою вершину? Что это было специально нацеленное? Ну, как альпинист, это же все равно таки человек, который ставит цель подняться, не знаю, сейчас модно говорить, сделать селфи и спуститься благополучно, потому что это тоже главная цель, ну, одна из главных целей. Ну как, просто подняться это еще мало. Надо спуститься, мне брат все время говорит, который тоже ваш коллега. Ну, да, самое главное, и считается, между прочим, вот, на Эверест, когда люди поднимаются и могут остаться. Самое главное спуститься с Эвереста. Вот чуть ли не так. И даже считается высота непокоренная, в общем, зачетная высота, это когда ты спустился вниз. Да. Если ты поднялся, сделал селфи, отправил. И там остался, это не считается восхождение на гору. Конечно. Нужно еще спуститься. Потому что, да, очень важно, потому что много совершает роковую ошибку, во что бы то ни дело идут, не рассчитывая силы, кислород и все прочее, тех моменты, физического состояния, и остаются там. До сих пор Эверест как раз этим и славится. Не дай бог этими фотографиями вот этого желтый пуховик. Ну да, да, это страшно, да. И самое главное, что никто там тебя спасать не будет и не собирается. Ну, там в основном не спасают, потому что там, чтобы спасти одного человека, нужно задействовать, подвергнуть риску жизни 4 человек минимум. Минимум, да. Минимум 4, так 4-6 человек. И это суровая правда. Это многие должны принять во внимание, многие, когда на самые высокие идут, они же подписывают такой негласный договор об этом. Ну, да, там никто не будет тебя спасать, потому что дело рук утопающих, дело самих утопающих. Да. Ага. Но, тем не менее, вот самая первая высота. Ну, самая первая высота, это был, наверное, Island Peak, все-таки в Непале. Вот в прошлом году мы повторили эту вершину спустя 15 лет, ну, 14 лет. Вот, мы там поднимались в честь 65-летия Победы. Ну, вот у нас еще не было та программы, сейчас у нас есть программа «Знамя Победы на вершинах мира». Мы создали ее, говорится, еще было такое, как движение такое у нас было, «Россия от А до Я». А связано с тем, что с кем это все закрутили, это был Максим Богатырев, он из Адыгеи. А было такое рабочее название «Россия от А до Я», и мы не знали, как это назвать. В итоге получилось «Россия от Адыгеи до Якутии». Да, даже так. Ну, совпало. Понимаете, это просто совпало, да, он с Адыгеи, мы с Якутии, оно само по себе получилось. Я считаю, что это добрый знак. Да. Вот, и с этим знаменем Победы, на самом деле, мы поднимались на очень многие вершины, почти на все континенты, ну, кроме Австралии, в Австралии еще не были. А так знамя Победы развивалось у нас везде, и, говорится, эта программа работает по России.
Многие знают, есть боязнь высоты. Собственно, и поэтому и не ходят в горы. Говорят, ой, не, я там коленки дрожат, и это совершенно нормально. Для многих людей, ну, потому что поставь на ответственную вот так, на 9-й даже этаж, когда вот на балкон вот так делаешь, ну, как будто высота, она тебя тянет. Как у вас с этим? Смотрите, это же просто особенности вестибулярного аппарата, физиология. Вот мы с вами говорили про гору, которая называется Амадаблам. Я говорю, начали, когда землетрясение было. Там именно связано с тем, что на эту гору можно подняться не просто альпинисту, а еще и скалолазу. Там очень много элементов скалолазания. Это очень сложная гора, и ты по веревкам, ну реально вот вертикально идешь по веревкам. Да, да. Именно то, что не то, что ты идешь, там нужно лезть, уметь лазить. Вот это именно элементы скалолазания очень помогают. Там ледолазание, скалолазание. А сам альпинизм, ну, смотрите, вы поднимаетесь в гору, ну, точно так же возьмем, вы поднимаетесь на этаж какой-то. Да. Вы же высоты не боитесь внутри. Точно так же вы поднимаетесь, ну, по земле. Вы уже не лезете вертикально. Ну, как бы, грубо говоря, вот на стул наступить и вот так сделать вот это. Да, вы поднимаетесь, вы же не боитесь. Значит, улететь, говорится, ну, куда вы улетите от веревки-то? Тут веревка, в принципе, вы привязаны к веревке. Страховка есть. Да, страховка, говорится, ну, вот. Это в сложных. А в таких маршрутах, ну, вот мы проходили перевалы, 6000 метров перевалы, ну, 5600, там такие вот есть перевалы. Ну, просто идете по тропе и поднимаетесь вверх. Да. Понимаете, вот высота 5600 большая, потому что Эльбрус 5642, понимаете? А вы тут на перевал в Непале только на эту высоту поднимаетесь. Но Эльбрус это довольно-таки тоже интересная, сложная гора, хотя, ну как сложная, от погодных условий все зависит. Очень сильно. Вот. Точно так же здесь, на высоты, есть, да, скалы, ответственные скалы, та же самая Амадаблам, говорю, это самая такая серьезная гора. Или, например, взять Аконкагуа или Денали, там есть сложные участки, где ты трещины проходишь. Ну, то есть не просто физическая подготовка, а именно технические некие навыки. Да. Ну и как раз вот трещины, когда проходишь, да, вот тут нужно, вот смотришь вниз, и там просто, ну, бездна. Ну, вот провал, да. Ну, то есть боязнь того, что ступишь неправильный шаг и ты не думаешь оступился и вскрик. Ну, вот, да. Когда, как классика, да? Да. Да. Ну, что вы советуете тогда людям, которые вдруг думают о том, чтобы, ну, неплохо бы ходить в горы, смотреть фотографии, красиво, ну и для себя галочку в жизни поставить, что я где-то там побывал. Чтобы галочку поставить, ну, я считаю, что нужно, во-первых, физическая подготовка, так, обязательно. Тренажерные залы, там плавательный бассейн. Вот я, например, когда собираюсь в горы, я иду в плавательный бассейн, и самое главное в горах, что это гипоксия. Нехватка кислорода. Именно горная составляющая, потому что выше 2000 уже человеческий организм, как правило, реагирует. Да, вот. И гипоксию можно говорить, что вот я просто-напросто в бассейне начинаю плыть под водой, нырять, и все. Организм привыкает к нехватке кислорода. Привыкать? Да, ну, или его. Спите, наверное, в подушку. Да? Нет, шутка. Вот именно под водой плывешь. Вот у меня, говорится, ну, сейчас я не пробовал, да, но вот обычно до конца нашего бассейна большого мне не хватает еще 3 грибков. Я проныриваю. Вот так? Да. 50 метров? Да, начинаешь с 20-25 метров, и к концу именно подготовки, ну, не хватает, до конца еще ни разу не... Сделать и нырнуть, и вот спокойно распределяя именно... Вот да, и мне не хватает, ну, буквально ни разу еще не доплывал до конца. Вот так, да? Ну, либо достаточно быстро грести надо. Над техникой можно поработать. Техника, не, понимаете, ну да, ну, не хватает мне пока. Нет, а просто под водой там какое-то время, ну... Можно так, понимаете, ну тут же еще, вы же когда в горах-то идете, вы же вы идете. Двигаете, не просто же стоите. Да, вам нужно двигаться, что организм привыкал к этому все равно. Ну, у каждого своя, ну, я себе вот такую задачу ставлю и работаю. Вот упомянули про подготовку, да? Говорите, что когда собираетесь, некий маршрут уже определен, цель, куда-то подняться, вы в первую очередь занимаетесь физической подготовкой. Что вы еще делаете? Ну, знаете, нужно, в принципе, бегать, да, кросс. Ну, вот я ленивый насчет этого. Вот Женя Кривошапки, который... Чистосердечное признание плеча. Да, вот Женя у нас бегает, и очень много бегает. Женя Кривошапки. Да, первый, между прочим, якут, который побывал на Эвересте, на Эвересте, на самой высокой вершине мира. Мы его зовем передачу. Женя, если вдруг смотришь
привет, обязательно приди. Он мне слово дал, что придет рано или Вот поздно. перед тем, как он уезжал, я пригласил его к себе, мы сидели, я как-то он, тем более до этого он... Я помню, что вы все вместе проводали, в том числе. Да, он же фотографии я видел. до этого только был на Эльбрусе. До этого, да. До этого, понимаете? На пике победы, по-моему. Победа, ну, понимаете, на победе, на Мусхая, на Эльбрусе. Да, и все. все, и все. Да. И просто, да, ну, я как им там какие-то советы давал. Тем более он с Оксаной Морневой поднимался, такая альпинистка, ну, с группой, говорится. Ну, на самом деле, очень хорошо. Ага. Ну, скажем так, а не без доли везения, я бы сказал, да? Ну, с погоды, да, они выбрали нужную погоду, зашли, говорится, не было очередей. Да, не без доли везения, потому что очень много составляющих я тоже изучал, вообще все эти подноготные, вообще как просто, но одного физического состояния мало. Как выбирается, ну вот, некий, ну, вот, маршрут, да, ну, лично для вас? Как вы, ну, откуда берете вдохновение или Вот цели вы знаете, как какие-то? глобус так вот крутишь, И пальцем вот раз, так, да? да, вот примерно так. Пойду туда, да? Не, ну, примерно так получается. Ну, смотрите, у нас же то, что я говорю, программа такая есть, «Знамя победы на вершинах мира». И я был на многих высших вулканах, вершинах материков. Например, ну, я говорю, на Денале нас сдуло, это высшая точка Северной Америки. Но я был на высшем вулкане Северной Америки, это Арисаба вулкан в Мексике. Я был на высшей точке вообще всей Америки, это Аконкагуа, 6962 метра. И на высшем вулкане Южной Америки вулкан Охас-дель-Саладо. Вот. Был в Африке, ну, самый, там, получается, вершина и вулкан выше, это Килиманджаро. Килиманджаро, да. Мечта моя, кстати, Да, пока в еще Европе высший вулкан это Эльбрус, и Эльбрус. высшая вершина тоже Эльбрус. Тоже. Был на высшем вулкане Азии, это Демавент Вирания. Ну вот, остается там у нас что Австралия и Антарктида. Антарктида. Ну, там, кстати, Но в Антарктиде очень просто, да, это хорошо все, но это очень дорого. Очень дорого, да. Вот, кстати, вот именно финансовую составляющую, как происходит, ну вот это, ну, для обычного обывателя, как происходит? Покупается тур, бронируются билеты, ну, не просто же просто купить билет, прийти и сказать, я пошел. Ну, вы знаете, вот для меня первый раз сходить куда-то, да, я запоминаю, первый на Аконкагуа был 2 раза. Первый раз, да, мы искали гида, с кем бы нас провел бы. Второй раз я уже сам водил. Да, вот можно. Ну, Да, то есть законы не запрещают там сказать, а ты куда? Нет, не Никто запрещают, не... понимаете, вы можете на Эверест пойти сам, покупаете пермит. Серьезно? Да. Да ладно. Ну вы же не знаете маршрут, вам нужно подготовить все это. Ну, например, вот первый раз, когда я ходил в 2015 году, в 2010 году на Олимпик, мы купили тур, так скажем, и нас провели. Сейчас мы это все сами организовали, что я знаю маршрут, я знаю, как это идти, куда подниматься. Единственное, что это вот веревки, которые вверх. Перила. Перила. Ну, говорю, и вот единственное, что вот это вот ты покупаешь, ну, точно так же вот, и на Эвересте ты можешь купить только перила. И все. И все, да. Например, на Ленина, у нас тоже же есть, на пик Ленина поднимаешься, там есть 3 категории, кажется, этих разрешений, вообще пермитов. Ты покупаешь просто место, палатку и поднимаешься. И пошел сам. Да, потом ты покупаешь питание еще. И когда еще полный сервис тебя, ну, ты идешь сам, ведет гид, тебя ведет гид, да, там есть палатки. И условный шерпа. Ну, нет, ну, это еще дороже. Там есть такое, там, что за тебя могут нести. Там обычно ты несешь продукты, свои вещи ты несешь сам. Но если ты хочешь нанять, пожалуйста, можешь нанять. Тоже можно, да. Друзья, мы взяли паузу, и вот мы дождались, Семен наш несет. Да. Расскажи, пожалуйста, Семен, да, что вот мы подпекли сделали? картошку, подпекли язык. Как, что такое подпекли? Это, ну, получается, положили в печь на 180 градусов, буквально быстренько, минут 8-10, да. Ага. Сейчас наша задача, вот, наш язык чуть-чуть нарезать более тонкими слайсами.
более так называемый Ну, как бы, чтобы для салата. удобно было в классе в рот, да? Да. Ага, чтобы не жевать. И получается, мы сейчас уже все будем прижарим на сливочном масле, Ага. так называемым, для придания вкуса конечного. И будем уже собирать наш салат. Наш теплый салат. Теплый салат. Очень теплый салат нашей теплой компании. Виталий, как бы вы описали ваши ощущения, когда вы в горах? Знаете, я сразу время вспоминаю такой анекдот есть альпинистский. Ну, честно говорю, это жизнь. В общем, два альпиниста, один такой в возрасте, другой молодой, начинающий альпинист. Они день, два, три, 4, 5 дней поднимаются на вершину, поднялись, сели такие уставшие. И такой старый альпинист говорит молодому: посмотри, как внизу красиво. Он говорит: слушай, говорит, если там так красиво, зачем мы столько дней перлись наверх? Да. Понимаете, на вершине ты когда поднимаешься, ну, таких вот ощущений, там, говорит, эйфория, там, что... Такого нету, эйфория будет внизу, когда ты спустишься. Когда ты уже... Да, ну, ты поднимаешься, да, если первая гора несложная, да, ты фотографируешься там... Ставишь знаки, Да. послания, кстати, вот эти, да, Да, это, оставляешь, да? это ну, такой есть на Охотзель-Салада, там есть журнал, чемодан такой, железный чемодан. А, даже так. И ты записываешь, там ручка какая-то там или карандаш, я не помню Да. уже. Здесь был Петя. Да, и грубо говоря. число ставишь, все там, Ага. там есть такое, на Охотзель-Салада есть такое. На других вершинах я такого не встречал. Нет, я на Мусхая был. Не, ну это да, на у нас Мусхая в сказали, России- вам нужно забрать записку Да, предыдущих да, отправляют, восходителей в России это и есть. оставить свою. Да, в России это есть. Мы так и делали. Ну, да. например, на Конкагуа такого нет, например, Ага. на... Ну, это уже как традиция от Да, местности. это уже в России-то просто так принято. А какие-то специальные ощущения, какие-то, может быть, то, что сейчас говорят словом инсайты, какие-то вдохновения, может быть, какие-то идеи приходят, либо поднялись, так и дух захватило и решили, все, я больше никогда не буду, там, какие-то такие, там, ничего не посещает, какие-то мысли? Нет, мысли посещаю, когда, ну, я честно говорю, что когда я поднимаюсь на вершину, я продаю все свое снаряжение. Ну, говорю, все, чтобы еще раз, и еще зачем мне это нужно? Знаете, это где-то в середине такого пути. Ближе к вершине это уже все, конечно, проходит. Да-да-да, какой-то психоз такой. Да, и когда спускаешься, знаете, как говорится, какие-то дурные мысли посещали там. Чего не подумаешь Да. про это, ну как в анекдоте опять Да, же, это то же самое примерно. Нет, у меня еще и сын занимается, младший альпинизм. Кстати, вот вы предвосхитили мой вопрос, да. Детям-то советуете в горы ходить? Ну, у меня младший ходит, он занимается, у него в Владивостоке он живет, это клуб Туриас у них есть. Он занимался, начал еще когда учился в университете. Вот сейчас он, как говорится, руководит этим клубом. Уже сам, Да. то есть по стопам уже пошел. Ну, не по стопам, Не, ну как? впереди. Впереди уже. Да, я Да, никем да. не занимался, сам собой, как говорится, помогаю ребятам ходить теперь в горы. Ага, то есть вы еще и какие-то такие мастер-классы, обучения, да, Ну, проводите? не то, что мастер, просто логистику, я, ну, не знаю, не хвастаюсь, но я посетил 31 страну, не зная английского языка. Да ладно, Да. как это? Ну, как, ну вот, в принципе, Язык жестов, ну, учат русский все, учат русский. да? Заставляете? То есть вы пропагандисты русского языка еще получается Да, ну, в других странах? на самом деле, ну, получается, что, ну, не дано, мне говорится, вот нету в голове этой полочки с английским языком. Наверняка же, вот оглядываясь на бесчисленные ваши похождения, какие-то там интересные ситуации, курьезные моменты, что-нибудь такое, которое вот первое на ум приходит? Ну, было, как говорится, несколько моментов, например, так вспоминать, как красиво все это, а? Да вот вообще, мы пока Так разговариваем, бы уметь. у нас как в Вот мы, России. получается, обдали теплом, сливочным маслом. Так говорится, соль, перец для вкуса. И, в принципе, на этом уже все. Наш салат почти готов. Практически как жаркое получилось, но это салат. Ну, красиво. Да. Очень красиво. Семен вообще монстр. Было несколько случаев, ну, например, в Аргентине перед горой в Буэнос-Айресе было на нас вооруженное нападение.
Да ладно. Да, это среди дня, в центре города. Такая страна вообще. Ну, вообще, Аргентина. Южная Америка, ну, кроме Да. Парагвая и этого. Например, когда у меня получилось курьезное в Швейцарии, когда я, ну, так получилось, что нужно было делать пересадку, я свою станцию проспал, вышел на следующий, в итоге на дороге 8 вечера, ни мобильной связи, ничего нет, 8 вечера, в общем, а мне ехать еще далеко, в Милан. Милан, дальше. Ну, то есть, Швейцария, Да, Италия. да. Так. Меня довезли местные на маленькой машинке. У меня рюкзак был больше, чем ихняя машина. На самом деле, там у меня фотография говорю, даже есть. Ага. Они мне объясняли, что тебе нужно ехать со второго пути, а не с третьего. С третьего идет в Женеву, со второго идет в Милан. Смотри, не перепутай. Я им 2 раза повторил, они попросили, чтобы переживали товарищи. Студенты, между прочим. Ну, я пришел на перрон, написано «Второй путь Женева, Милан», я стою на втором пути, но поезд приходит почему-то с другой стороны. Ну, долина большая, думаю, ну, написано же, мне сказали второй, только с этой стороны. Насторожило. Насторожило, но как-то не понял я намека. Сел на этот поезд, подошли кондуктора, проверили мои билеты, ну, я успокоился, они же читать-то умеют, Да, по-английски-то, в да. отличие от меня. Так. Ну, еду, как раз был чемпионат мира по футболу, ну, должны были появляться и итальянские флаги. Ну, да. Но появляются почему-то швейцарские флаги. И когда я увидел озеро Женева, я уже Там был? мимо проезжал уже, я понял, что иду не в ту сторону. И тут появляются опять кондуктора. Когда они проверили еще раз билеты, вы не видели их глаза. Они были вот такие. Они начали мне объяснять, что вы куда едете. Я говорю, Так они сами допустили вас? я говорю, я в Милан еду, такой спокойно, как будто. Они Новый Милан, Женева. Ну, там было, еще вечером было знакомство, на самом деле, с нашими российскими людьми, которые живут сейчас на постоянке. Я в Лозанне вышел на станции, меня гостеприимно приняли, я переночевал, поговорили о горах, тем более человек, профессор, он у нас потом приезжал к нам в Якутию, сплавлялся по Темтону. Он водник, сам горнолыжник, ну, в общем, так повезло. Ну, видите, как это, часто же так бывает, рыбак рыбака видит издалека, вот Да, ну, меня судьба повезло. сама сталкивает с такими, да, знаете, это интересные... интересные моменты, да, часто так бывает, между прочим, да. Как говорится, все, что не делается, Все делается к лучшему, да. все делается к лучшему, да. А тем временем... Тем Семен временем наш- мы сделали наш соус. Это обычный сырный соус, который продается в магазинах. Ага, добавил Так, куда что? Добавили еще второй соус туда, Это сладкий чили. Ага. И вот мы, получается, добавляем в лист салата. Все должны это перемешать. Вот первый наш, так называется. Сейчас стою, облизываюсь вообще, красоте. Красоте. Да, вот мы предварительно сделали, и теперь добавляем наши Всё дальнейшие это ингредиенты. туда бахаем. Да. Это мы можем уже в сторонку. У нас получается такая хорошая, Они меньше дают. у нас получается такая хорошая цветовая палитра. Очень красиво. Да. Правильная, да? Вот как светофор же должна быть. Зеленая, желтая, красная должна быть. Самое чтобы главное, всё правильная порция. правильная порция. Пацанская. Виталий, наверняка для того, чтобы ходить в горы, ну, какие-то специальные навыки, мы, которые уже проговорили, качества характера, какие-то такие эти, они пригождаются в вашей жизни повседневной? Что вы приобрели, ну, вот такой вопрос, издалека заходя, приобрели, когда начали ходить в горы? Кроме физической формы и настойчивости, Вот, знаете, и желания настойчивость- идти до конца. Да, но настойчивость, на самом деле, это... Между прочим, в горах на самом деле просыпаются все положительные и все отрицательные качества человека, проявляются. Не просыпаются, проявляются. Вот, Кстати, проект это человека. Ну, как в разведку пойти. Да, как разведку, и вот как у песни Высоцкого, то же самое, на самом деле, как бы человек себя не скрывал, в долине, как мы говорим, а в горах это все вылезет наружу. То есть- Усталость, у него перенапряжение, все, невозможно скрыть, понимаете? Как бы он себя хорошим себя не показывал,
или плохим не показывал, в горах это все выявится. Реально как. Да. Ну, то есть, все-таки прав был классик, когда писал эту песню о друге, если парень в горах не ах. Да. Да. Ну, то есть, это же ставшие песни, ставшие, ну, чуть ли не вашими друзьями эти песни, да? Да, смотрите, говорю, и очень важно, чтобы человек, когда собирается в горы, он себя морально подготовил. Да. Дело в том, что горы все-таки это серьезное испытание и для организма, и для головы. Потому что если человек будет не подготовлен морально, в критические моменты он может просто-напросто не спуститься, когда начнется резко пурга. Ну, все что угодно может случиться, понимаете? Да. Нужно будет тебе нести твоего товарища, может быть. Знаете, нужно к этому быть готовым. Ну, то есть, опять же, моральная подготовка. Очень-очень сильно, говорится, да. Я не говорю, что там какие-то тесты, все, говорится, но вот когда сплоченность, когда ты знаешь, с кем ты идешь, самое главное. Команда, да. Вот мы с Игорем Ледовым ходим уже много-много лет. Ага. Мы можем друг друга в каких-то определенных условиях и послать, но через 5 минут мы уже с ним общаемся, потому что мы знаем, что мы вдвоем. Это тоже, да, потому что часто же говорят, что состав группы должен быть четный тоже. Вот это тоже такой момент. Слышали, да, об этом наверняка? Ну да. Лучше вдвоем ходить, либо вчетвером, нежели втроем. Мне нравится одному ходить. А? Мне нравится одному ходить. Даже одному? Да, Ну, я, например, поднимался... Нет, ну вообще есть соло-путешественники, да, допустим, Галкина. Да. Ну, Нет, вообще например, я на Конкагу поднимался сам, и на Эльбрус я поднимался в одиночку, быстро довольно-таки. Ага. Ну, есть некоторые вершины, которые нужно подниматься все-таки вдвоем, что интересно. Ну да, вдвоем веселее. Не, ну действительно, вот в горах, как я бы действительно сравнил бы с присказкой о том, что вот я с ним в разведку не пошел. То же самое, что вот человека можно уже с проверенным человеком в горы идти. Вот да, так. вот у меня... С кем попало, да. Я с собой ношу все Либо время... наоборот, взять бизнес-партнера и сказать, пойдем в горы и проверить, реально ли он можно. чувак. Да, это такая хитрость. Я с собой ношу все время, у меня такой шарфик есть, военная разведка. Да. Это такая примета, да? Да, такая примета. Кстати, он был у меня в Швейцарии, на Матерхорн поднимался, и вот сейчас мы брали его на Island Peak. Как раз поднимались на Island Peak, самая в честь 8-х игр Дети Азии. Кстати, да, вы же амбассадор. Да, с 2012 года мы поднимаем флаг Дети Азии на каждые игры. Ну, поднимали его на Эльбрус, поднимали на Арарат, Казбек, Демавент. На многие вершины поднимали, говорится. Ну, то есть такое некое сотрудничество, да? Да, стараемся, говорится, развивать, говорится, популяризировать. С этим флагом, я приезжал в Артек, встречался с детьми. Ну, то есть это такой некий инфоповод получается. Да, мы рассказываем об этих играх, чтобы... Что это такое вообще? Проводится, да, сколько стран, ну, сейчас потяжелее. Как говорится, ну, чтобы это ни было, мы за мир во всем мире. Да. Да. Ну, наступает, друзья, самое любимое время нашей передачи, которая, ну, для меня лично, ну, собственно, пробование. Смотрите, красота. Что мы наготовили? Да, что красота у нас получилось. Приятный аппетит, друзья. Давайте попробуем. Как мы вкусно приготовили. Какие мы же все-таки молодцы. Да. Хочется сказать. Очень вкусно. Нам намекают, что наша передача, эфир-то заканчивается. Эфирное время, мы часто говорим, не резиновое. И у нас опять добрая традиция, Виталий. Пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Дорогие друзья, ходите в горы, путешествуйте. Любите свою республику, свой город. На самом деле, вот Якутск я первый раз встретил в 1983 году. И какой сейчас наш стал город, это, ну, две большие разницы. Город процветает, республика развивается. А когда ты едешь по нашим дорогам, раньше из Неринги в Якутск у нас была колея, широкая колея. Сейчас асфальт. Сейчас асфальт у нас. Точно так же сейчас делается дорога у нас, я вот ездил в Уснеру, очень много у нас асфальта. На самом деле вот, строим, скоро у нас будет мост. Так что всем здоровья
учитесь готовить вкусно, как мы. Да-да-да, смотрите, оказывается, вообще кто угодно может. Чуть ли не так, да? Шедевры можем готовить. Да. Ну что ж, друзья, а я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях альпинист, путешественник Виталий Строк. Виталий, еще раз вам огромное спасибо, спасибо, Виталий, за очень интересную беседу, потому что для меня лично горы это тоже уже давным-давно где-то вот здесь в сердце. Семен Тарбахов, я Петр Цепанин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся, к сожалению. Будьте здоровы, ешьте, как мы всегда говорим, просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.